Здравствуйте. Безопасность туристов – ключевая проблема, сопровождающая туризм. Совсем недавно нас всех потрясла гибель малыша из Белоруссии. Каждый сезон со своими трагическими фактами, несчастными случаями. Что мы делаем для выявления опасностей и защиты туристов? Подумаем об этом в Аргаме. В студии Аргам депутат Народного собрания Ахра Пачулия, директор Ритинского национального парка Адамур Багателя, министр по чрезвычайным ситуациям Лева Квициня и замминистра по туризму Астамур Барцац. Соведущая Анна Гуня. Здравствуйте всем. Как это получается, что в случае гибели туриста, поиска туриста, помощи туристу, всю ответственность берет на себя государство? Например, часто мобилизуются ресурсы МЧС, материальная компенсация от государства, а частный турбизнес, частный извозчик привез отдыхающих на какой-то объект, не просчитал опасности, погиб турист, а он ни за что не отвечает. Все списывается на несчастный случай. Сколько это будет продолжаться? Поговорим. Качественным анализом вот этих случаев, фактов, которые называются несчастными случаями, кто-нибудь занимается? И вообще об общей такой ситуации, пожалуйста, давайте, Ахра Георгиевич, начнем с вас. Наша республика ждет каждое лето туристов. Это основной источник заработка для огромного количества наших граждан. И очень много мы говорим о сервисе, о том, как нужно встречать наших гостей, не только заработать на них, но и как нужно принимать наших гостей. Но, к сожалению, так случается, что иногда случаются несчастные случаи. Как правило, турист – это человек на отдыхе, он позволяет себе расслабиться очень часто. И опасности его подстерегают в нашем случае, конкретно в Абхазии, это в зоне купания, там, где люди выпивают иногда и в таком состоянии идут купаться. Это стихия, море, так же, как и горы, не прощает никаких слабостей. Также наши гости, туристы, являются участниками дорожного движения, либо на своем личном транспорте, либо это с организованной экскурсией, либо они используют такси, передвигаются по стране. У нас на трассе, как это известно всем, не все так просто, не все благополучно. Очень часто, даже и без участия наших гостей и туристов, очень часто случается ДТП. Также у нас очень развит горный туризм, он активно развивающийся вид туризма. И там предлагаются нашим туристам различные виды отдыха, досуга. Это так называемые тарзанки, всевозможные такие услуги, которые там связаны с ощущением остроты, всего этого адреналина и так далее. Везде туриста подстерегает опасность, травмоопасные виды развлечения. Как вы правильно заметили, недавно нас это всех потрясла, гибель ребенка. У нас каждый год и на море, и на дорогах случается, что погибают туристы. Это единичный случай, но это ни в коем случае не красит нас как туристическую страну. Сегодня информация очень доступна, люди читают, люди пишут, остальные это видят. То есть это таким темным пятном остается на имидже нашей страны, так или иначе. Вы правильно заметили, когда случается несчастный случай, связанный с гибелью туриста, как правило, государство возмещает какие-то там убытки, то есть выплачивает некую материальную помощь семье погибшим и так далее. То есть это бремя полностью ложится на государство. Хотя в каждом конкретном случае возбуждается уголовное дело, расследованием занимается прокуратура.
А, ну, так как вот каждый конкретный случай очень индивидуален. Это да. А, И очень часто получается так, что водитель привез, и в определенном условном месте он их ожидает, и они, прогуливаясь, сами падают, сталкиваются с какой-то неординарной ситуацией, где получают травмы, а то и лишаются жизни. В этом случае водитель не несет ответственности. Вот как-то так складывается ситуация, но в нашей практике, насколько мне известно, в практике нашего государства, я имею в виду, не было ни одного случая, чтобы кто-то из водителей транспортного средства или другой иной услуги, которая оказывается физическим лицом, чтобы физическое лицо или индивидуальный предприниматель понес какую-то конкретную ответственность, ну, кроме административной. Спасибо большое. Вот, Аслан Хицкурович, может, у вас вот в министерстве качественный анализ вот этих так называемых несчастных случаев, ужасных фактов гибели людей там, и так далее. Вот где вот эта статистика собирается и кто-то анализирует? К нам часто на нашу почту приходят те или иные обращения от туристов, которые находятся у нас на отдыхе. И я хотел бы подметить, что мы сейчас с вами рассматриваем частный случай, частного извоза. Такие случаи также бывают, когда организованно наши экскурсионные организации обслуживают наших экскурсантов на тех или иных маршрутах. И в случае ЧП нам уже понятно, с какой официальной экскурсионной организацией, так скажем, лицензированным туроператором работать в этом случае. И это упрощает на самом деле работу. Потому что туроператор, то есть экскурсионная организация, которая оказывает услугу, она встает рядом с потерпевшим, оказывает всячески ему помощь. Это же на самом деле не все так просто происходит. Если погружаться в детали, то после такого случая обращаются люди к судмедэксперту, ну, чтобы все эти процедуры соблюсти, чтобы на ту сторону вывести пострадавшего или там в случае тяжко уже что-то произойдет. То есть и проще работать на самом деле с официальными туроператорами. А когда это частным образом, конечно, потом мы начинаем, кто приехал, откуда приехал, где он находится, как это все произошло. И на самом деле усложняет. И вот эти все заявления поступают на почту Министерства по туризму. И ну, в прошлом году у нас с организованными группами было 2 несчастных случая. Один случай могу вам даже озвучить. Группа экскурсантов, туристов приехала с города Якутия. Они были на экскурсионном маршруте. И, проезжая город Новый Афон, они просто остановились и решили покататься на море на банане. Женщина в возрасте села, и у нее остановилось сердце. Ну, сразу там выяснили, кто, что, и так было проще на самом деле все это сделать. И еще хотелось бы добавить, что есть такая международная практика, и даже на территории Российской Федерации, когда организованно выезжают туристы, хотелось бы подметить, они страхуют страховку. В Абхазии страховка, к сожалению, не работает. Если бы наши туристы, которые в Абхазию приезжали, были бы застрахованы, то государство бы несло такие бы материальные затраты в случае какого-то ЧП. Да, об этом тоже надо подумать, да. А вот за последние годы вы мониторите ситуацию, сколько было несчастных случаев? Вот сейчас в течение 1 месяца 3 несчастных случаев, там, где погибли люди. Мониторим, конечно, и часто несчастные случаи происходят как раз при нахождении на воде, то есть купании в Черном море. Больше всего, если вы меня поправите, за прошлый год 8-9 утопленников А в было. горной местности? А вот что касается горной местности, эта тема на самом деле очень такая серьезная, потому что с советского времени есть так называемые горно-пешеходные маршруты. И горно-пешеходные маршруты, как и наши экскурсионные маршруты организованы, они должны сертифицироваться. К сожалению, сегодня мы не в состоянии сертифицировать и реанимировать все эти горно-пешеходные маршруты. В министерство также обращаются группы, которые хотят пойти по тем или иным маршрутам. Также к нашим коллегам
МЧС обращаются, но, к сожалению, мы им запрещаем, потому что мы не знаем, хорошо протоптана тропа там, как они могут пройти, где у них так называемые пикниковые зоны. Пикниковые зоны — это места стоянки, где они могут разбить лагерь, где есть вода и все остальное. И мы им запрещаем. Правильно, Но, к но это сожалению, дело будущего, в принципе, да. все это можно восстановить. К сожалению, в прошлом году мы столкнулись с такой ситуацией, когда вот так неорганизованная группа самостоятельно поднялась, вы помните прекрасно, и произошел случай тоже, чрезвычайная ситуация, погиб гражданин Российской Федерации. Мы сейчас говорим о том, когда трагический исход. Но есть же случаи, когда удается спасти туриста. Ну, МЧС знает об этом. Ну, если позволите, я тоже Давайте. добавлю. Уже мои коллеги в основном озвучили проблему. Но, тем не менее, У вас работы много и зимой, и летом, я так Да. понимаю. Но курортный сезон все равно влияет, конечно, на вашу работу. безусловно, Да. поток людей, оно играет свою роль. И, как мы все прекрасно понимаем, летний сезон ожидают все, это определенная прибыль, но и определенные сложности. Вот если мы говорим в общем о туризме и вообще о ведении контроля или же обеспечения безопасности, конечно, здесь надо подходить в общем, глобально, можно сказать, потому что как только человек перешел границу, если он турист, то он должен быть обязательно зарегистрирован. Если это группа обязана обязательно зарегистрироваться и не только в Минтуризме, но и в обязательном порядке в нашу структуру. Потому что если мы, когда знаем маршрут, какая группа, в каком количестве, ихние данные, тогда нам проще работать. А то мы ищем, вот по слухам сказали, вот туда проехали или там, и тогда очень сложно вовремя оказать нужную помощь, потому что, как правило, это временной фактор, оно играет огромную роль. Но на самом деле за каждым туристом, конечно, невозможно представить кого-то там, сотрудников МВД, спасателей и так далее. Но, если честно, то есть много наших недоработок, я имею в виду в общем. Потому что мы прекрасно знаем, какие сложности. И вот та красота природы, с которой мы сегодня, в которой мы живем, за ним очень много кроется, связано с риском. Это пещеры, это водопады, это маршруты, которые, вот, как коллега наш говорил только что маршруты, они определяют по электронной карте, они раньше были занесены, они по ним начинают работать. И они созваниваются со всеми там, кто-то может быть с Тамбова, кто-то там, не знаю, с Подмосковья, и собирают группу, они сами друг друга вообще не знают. Собирается группа, это, безусловно, стоит определенных денег, и они заезжают в Абхазию, практически никого, нигде не зарегистрировавшись, начинают на определенный маршрут осваивать. А этот маршрут уже давно не существует практически. Вот. А потом, когда уже случается, как правило, какие-то чрезвычайные ситуации, они начинают звонить туда к своим родственникам, как-то выходят на связь, а потом через них мы получаем информацию. И многие случаи даже очень смутные, непонятные. Вот, допустим, гибель того же туриста, о котором мы говорили в горах, да, там женщина руководила всей этой операцией. Мы прошлись по этой полосе, вот не один раз, несколько раз мы прошлись, но в каких обстоятельствах он погиб, как это случилось, нам никто так и не мог объяснить. Мы все эти дела передали в прокуратуру, то есть есть и такие моменты. Но нельзя не сказать, на самом деле, то, что там касается джипингов и так далее. Я сейчас не хочу кого-то обижать или, но Нет, если, говорите, да, говорите, как есть. Да. Если мы в этом направлении, я сегодня, кстати, и с министром МВД об этом говорили, и на совещании этот вопрос был
Вот, если не навести порядок, человек не будет чувствовать ответственность, то эти проблемы уже войдут в привычку. Потому что в первую очередь лицензия, настолько машина подготовлена, какие маршруты, кого он возит. Просто иногда страшно становится, когда видишь на открытой машине, и еще дети стоят. И они не Мы даже по городу видим, когда они отсюда выезжают. Да, и дети стоят за детьми, так вроде там и родители, но вот эта эйфория, природа, красота, она их соблазняет, и люди, наверное, от радости, не знаю, они немножко расслабляются. Бывали случаи, что вот, целая семья погибла на море, и такие случаи были. А потом мы иногда смотрим, ребенок там, ну, волны там 2 балла. Это достаточно, чтобы трехгодичный или четырехгодичный ребенка унесло это море. А там где-то в стороне сидят, отдыхают, а ребенок там у моря себе, так бы, скажем так, оставленный, без присмотра. Конечно, все эти моменты, за всеми этими уследить невозможно. Но тем не менее, я считаю, что мы со своей стороны, все службы, имеющие отношение к курорту, нам надо больше взаимодействия, и больше открытости, и больше поддержки. Тогда, когда мы понимаем, вот, например, тот крайний случай, связанный с ребенком, да, мы все там были, но мне было приятно, туда приехали просто простые граждане, не говоря уже о сотрудниках заповедника. Все переживают. Все переживали. Ребята пришли с беспилотниками, мы, говорит, ничего не хотим, мы будем работать. Конечно, в этом плане наш народ, оно болезненно воспринимает, конечно. Чувствительные. Да. Вот. Но я считаю, что очень много надо поработать для того, чтобы улучшить уровень туризма в Абхазии. Ахра Георгиевич говорил, где вот наиболее опасные зоны, да, люди где могут погибнуть, больше всего, да, на море, на воде происходят эти несчастные случаи, в горах и так далее. Поэтому вот оставим ДТП, хотя вообще во всем мире туристы больше всего погибают по причине ДТП. Да, сегодня здесь на передаче мы прям не сгущаем ситуацию, не говорим о том, что в Абхазии что-то ужасное в этом плане. Нет, конечно, мы смотрели статистику, в интернете, слава богу, все это есть. В этом смысле мы не Таиланд, и слава богу, но мы должны минимизировать несчастные случаи, гибель людей, там вообще всякие происшествия и так далее. Кстати, вот все эти дни Министерство внутренних дел, руководство проводит по районам работу со своими там сотрудниками и так далее. Вот как раз-таки по поводу курортного сезона. И в этом контексте они работают. Что касается воды, моря, что касается наших гор и так далее. Вот у вас есть какие-то рекомендации к тем, кто отвечает за туристические объекты большие, что бы они могли сделать для того, чтобы вот как-то выявить опасности и предупредить их? Безусловно, перед началом сезона каждый год мы проводим проверки состояния пляжей, состояния пансионатов, насколько они готовы. Да? Если говорить, вот иногда в народе ходит, что если вот кто-то утонул, за каждый пляж должны отвечать спасатели. Так не бывает, так оно и не по инструкции тоже. Каждый дом отдыха, каждый пансионат должен иметь своих спасателей. И спасательную лодку, вышку, если говорить уже как положено. Да? При этом перед началом сезона акваторию, берег, дно моря везде всегда должно быть проверено, потому что здесь горные реки, они, как правило, когда паводки, сюда заносятся и деревья, и так далее, и так далее. И потом во многих случаях из дна моря достаем всякие железки, там, всякий хлам металлический. Это небезопасно для отдыхающих. Но
В этом плане мы работаем, пишем предписание каждому району. И разговариваем с главами, говорим, что необходимо в этом случае. К великому сожалению, не везде, как правило, это выполняется. Во многих случаях ссылаются на то, что не финансируется. Во многих случаях это ссылаются на арендаторов и так далее. Но сейчас, на данный этап, мы приняли другое решение. Сейчас с каждым мы практически организовали встречи с главами района. Это встречи не то, что мы с каким-то претензией к ним приходим, вот вы это должны сделать, и мы вот командуем вами, вот сделайте. Ни в коем случае. Мы говорим о нашей взаимодействии. Если нету спасателей, обучить, азы какие-то, да, первое, тот, кто умеет возможность там плавать, там, знает какие-то азы, с ним легче, можно таких находить, наверное, при желании. Вот, обучить, показать, рассказать, мы это можем. И не дай Бог, если там какие-то сложности, водолазные работы, можем организовать, мы так и делаем, в принципе. Но с каждым разом, если надо дать должное, мы больше понимания находим. Во всяком случае, в общем, если все это вот так в развернутом виде, то вот послевоенное время, мы все прекрасно понимаем, было немножко другое отношение, и заработок был слабый, отдыхающих было меньше, на безопасность обращение было слабое, не делалось акцент именно на безопасность отдыхающих. И отдыхающих, на самом деле, повторюсь, было мало. А сегодня уже другие требования. Да, а сегодня уже другие требования, уже и отдыхающие совершенно другие. Они объездили весь мир, они хотят за эти же деньги получить определенный комфорт. Потом очень важна сфера обслуживания, как они подходят, сервис, как они обращаются. Вы знаете, как в старое время всегда говорили, клиент всегда прав. И если мы хотим развиваться, если мы хотим, чтобы имидж Абхазии был достойным, на самом деле, как оно и есть, обязательно уважение к нашим гостям. Бывают капризные люди, разные. Кто-то и выпивает, не без этого. Они приехали на отдых, расслабляются. Но если мы хотим развиваться, каждый на своем месте должен понимать, что что-то надо и обойти, что-то надо и простить, но при этом уважить, потому что это гости, и во-первых, это бюджет страны, и помимо того, что и бюджет, это и имя нашей страны. Поэтому, конечно, есть определенные сложности, и над этим надо работать и работать. Дамурчан Анатольевич, вот ваш объект, Рицинский национальный парк, конечно, он такой самый интересный, большой, сложный, привлекательный, да? Но ключевое слово в данном случае, в контексте нашего разговора, наверное, сложный. Да, сложный. Да, вот хотелось бы от вас услышать, как вы эту ситуацию видите, потому что я знаю, что вы по-человечески очень переживаете, когда происходят вот такие страшные происшествия. Вот что должно там происходить, какая работа которой до сих пор не было, но которую надо наладить для того, чтобы минимизировать? Рицинский парк, как вы все знаете, с самого начала этого курортного сезона очень плохо стартовал, скажем так. Как на войне, 3 трупа в течение 1 месяца. Это первый случай 4 июня. Первый звонок был дан. Гражданин Абхазии, не справившись с управлением транспортного средства, улетел в речку вместе с машиной. Машина тут же была, конечно, извлечена оттуда, но труп был найден спустя 5 суток, кажется. Да, на 5-е сутки только нашли. В тот же день, 2-й звонок, на так называемом каменном мешке произошел камнепад. И тут я хочу подчеркнуть, что это все частного извоза, частный характер извоза. На месте погиб
молодой парень, 26-летний, его подруга очень сильно пострадала. Мы ее доставили в Гагарскую больницу сначала, потом в Сочинскую больницу. Кстати, она позавчера только к себе домой попала. И последнее, 17 числа, гибель ребенка. Конечно, и не только коллектив Рязанского парка это чувствительно воспринял, и весь народ. Тут Константин как подчеркнул, в поиске этого ребенка включились все. И МЧС во главе, работники национального парка, свыше 40 человек каждый день. Но, к сожалению, результатов пока нет. И я хочу подчеркнуть, что мы будем продолжать. А в прошлом году какая была ситуация? Это не в прошлом году, это в позапрошлом году была ситуация, когда женщина молодая тоже с нерабочего моста, наверное, Константинович, вы помните? Как не помню, Да. как не помню. Они спустились с Кекского водопада, там два моста. Мост один был нерабочий, то есть транспорт там не проезжает, а второй обычный нормальный мост. И водитель, не доезжая до моста, остановился, чтобы после проезда, сложная была дорога, люди, наверное, немножко устали, вышли отдохнуть. Просто там постоять, и он там в машине тоже покопался, отключил там передок, так называемый. И пока он там машиной возил, она вышла на этот открытый мост, аварийный мост. Опять-таки, это такое время было, когда опять паводки, река была такая бурная уже, все. А что значит нерабочий мост? Скажите, как? Нерабочий мост – это мост, который уже не эксплуатируется, то есть мост закрытый практически. Ну, это понятно, что мост закрытый. Вот человек, который подошел к этому мосту, он понимает, там есть какой-то табличка Конечно, какая-нибудь, есть, опознавать конечно. какой-то Это железный мост. Он функционировал для вывоза леса. Да, Гагарский лесхоз тогда установил это. Он давно не функционирует. А рядом новый, нормальный, с отбойниками. Но и так далее. написано И что-нибудь, написано, потому что и человек первый раз огорожено, туда люди прибыл. перелезают. И она на край моста пошла. Видать, это мои предположения. У нее, наверное, голова закружилась, глянув в реку. И упала. До сих пор. Сколько мы искали вместе с МЧСниками. А сейчас такой период, июнь месяц. В этом году тем более ежедневные проливные дожди в горах, таяние снега. То есть реки, они очень скоростные, мутные, грязные, бурные и так далее, и так далее. То есть сейчас найти человека, это, наверное, Константинович больше скажет, но, на мой взгляд, шансов нет. Вот в какой период это произошло. А вот на вашем объекте там вообще кто-то дежурит, правоохранительные органы, там какая-то Мы сами милиция? тоже дежурим. Но этот случай, что связано с ребенком, это произошло около 19 часов вечера, где скопление туристов наши инспектора дежурят. Но обычно это завершается ближе к обеду, скопление людей. А этот маршрут выложен был так. Сначала на Рицу, а потом на обратном пути они завернули на Гекский водопад. И подъехали к тому мосту, который еще... Там еще и объект питания. Ежегодный и объект питания. И этот мост вводился и вводится в эксплуатацию с 1 июля. Там только эти лавины потаяли. Частный Мы извоз, наверное, ответственны- на все это не обращает внимания. Я там видела табличку, у нас был репортаж в этой связи «Опасная зона». Вот эта табличка была. Потому что он ремонтировался. А может, надо писать, что штраф столько-то, может, это кого-то удержит. Вот я слушаю сейчас вас, и вот в голове прокручивается мысль, а возможно было предотвратить все эти даже 3 случая, скажем, конкретно, которые произошли в этом году. В первом случае, если бы ГЕО был бы пристегнут, он мог бы выжить. В случае с ребенком,
Если бы водитель чувствовал бы ответственность, знал, что если с ними что-то случится, он за это пострадает, а может даже попадет в тюрьму. Вот какие-то такие рычаги воздействия, вот, я не знаю, какие-то правила безопасности, которые надо соблюдать. И без этого могут быть вот такие последствия. Что можно сделать до того, как это произошло? А ведь на самом деле, если сейчас что-то не предпринять, что-то не изменить, а это может еще и дальше продолжаться. Может, к сожалению, может, если самосознание. Это раз. Ну, гражданин, царство ему небесное, гражданин не справился с транспортным средством. А если бы он был бы пристегнут? Пристегнут был бы он, пристегнут и упал бы с машиной в воду. То есть не выжил бы, да? Нет, конечно. А во втором случае камнепад. Тут несколько факторов. В первую очередь, усыхание самшита. Это у нас происходит уже с 2014 года. А на этих скалах рос самшит. Корневая система вся высыхает, образовывается пустотой. Плюс проливные дожди, в этом году особенно. Ну да, постоянно Да. дожди вот были. Да. И еще эти горы наклонены в сторону дороги. Понимаете, высотой свыше 400 метров. Ирина Шотовна, наше поколение это должно помнить, в советское время на так называемом каменном мешке там даже сигналить нельзя было, не то что останавливать транспорт. Дисциплина. Да. Дисциплина, это насколько это все важно. Я понимаю, что сейчас ваш коллектив там Рицинского национального парка, столько работы у вас, да, и постоянно заниматься безопасностью туристов и так далее, это сложно. Но, видимо, это комплекс каких-то решений, которые должно быть, да, вот комплекс решений, Конечно. которые повлияют на ситуацию, на поведение туристов, на поведение наших экскурсоводов, наших водителей, всех, кто вообще вовлечен в туристический бизнес. И кто работает с отдыхающими, кто работает с туристами. Вот важно, наверное, понятие ответственности. Совершенно верно, Ответственности. совершенно верно. Но если мы будем ждать, когда у людей появится сознание, когда турист поймет, что с ребенком нельзя подниматься на эту переправу, это не мост, это опасно. Ну когда же это произойдет? Или водителю говорить, что нельзя на скорости ехать, надо смотреть, что там сложные повороты и так далее. Сознание у людей меняется очень медленно, это всегда так, либо должны быть какие-то импульсы, какие-то правовые нормы, которые заставят их быстро поменяться. И вот поэтому мне кажется, что парламент может внести определенный вклад, кстати говоря, в изменение этой ситуации. И, конечно, люди практики, которые работают, вы на практике сейчас вот в парке же видите, чтобы сделать такое, чтобы выявить опасности, предупредить их. МЧС, который все время сталкивается с этими проблемами, да, они могут очень многие вещи серьезные рекомендовать. Если К серьезно, этим рекомендациям надо прислушаться. Да, есть много недоработок. Мы сейчас говорим о туристе, что они виноваты во многих случаях, но и никто с нас не снимает ответственность, и мы должны это признать. Многие моменты мы не дорабатываем. Я имею в виду всех нас, кто непосредственно должен принять участие в плане безопасности, в плане обеспечения комфортного нахождения туристов здесь, на территории Абхазии. Есть много недоработков. Я поэтому говорил, что в этом направлении очень много работы, и это работа, которую одним днем, одним часом не решить, но надо подход более глобальный, потому что вопрос очень серьезный, как мы все понимаем. И Но с чего надо начать? с дисциплины и ответственности. Каждый человек имеет определенную зону ответственности, за которую он должен отвечать, за которую он должен Абсолютно создать все необходимые условия для
безопасность. Безусловно, это и поддержка руководства, и поддержка всех структур, которые непосредственно имеют к этому отношение. Вот так все вместе, если мы будем... Ну, я хочу сказать, что очень многое изменилось в лучшую сторону. Мы сейчас видим такие отрицательные результаты, потому Не, ну что... мы просто Да. находим вот эти болевые точки Да. для того, чтобы с ними как-то справиться. Это очень правильно, это просто необходимо. Но при всем этом есть и улучшения, но много надо доработать. Я еще раз повторюсь, все шло таким образом, мы привыкли просто к тому, что вот все вот послевоенное время, все так вроде было дозволено, меньше ответственности и так далее, и так далее. А сейчас уже надо, наверное, и руководство примет определенные решения, уже есть определенные вопросы, которые поднимаются. Ну, все равно жизнь, она вынудит нас делать все возможное для того, чтобы обезопасить тех же туристов. Конечно, надо работать и с туристами, вот особенно, как раньше говорили, дикарем, что приезжают, тоже они звонят, нанимают, везде вывески, там, экстрим, там, хотите поехать на Рицу, хотите поехать там в разные направления, но там с ними должен быть, скорее всего, человек, который отвечает за это, который может, ну, если не экскурсовод, ну, я не знаю, который проводник какой-то. И по поводу парламента, кстати, вы недавно там приняли, вот я не помню, как закон называется, но вы ввели штраф за появление в ненадлежащем виде там, и так далее. Вот сейчас я сидела и подумала, но это тоже нужно, я понимаю. И мы понимаем, для чего это нам нужно, да, принятие такого решения. Но сейчас, когда мы обсуждаем вот, безопасность туристов, мне кажется, что вот и эта задача, конечно, наверное, даже более приоритетная. По поводу того, как можно минимизировать все эти риски, улучшить ситуацию, что может сделать в данном случае законодатель в этом случае. Значит, что касается купания в море, вот как Лев Константинович заметил, наверное, законодательно можно как-то обязать Что у нас сегодня есть? Закон какой-то есть, правда закон же? о туризме мы вот... Если Закон о туризме, но я старенький, ошибаюсь, да? Какого года? Принятый в 94 году. 94-го года. А ситуация за 30 лет 2005-м практически внесли насколько отдельные поправки. изменилась? Нет, в 2005 закон о туризме принят. На сегодняшний день, как тут, на самом деле, Георгиевич, извини, чуть Да, вступлю, да. забегая. На самом деле реалии изменились, и изменился сам турист, и изменился на сегодняшний день турпоток. Мы часто говорим об увеличении турпотока, но для себя и для своих коллег я ставлю такую приоритетную задачу. Мы не должны говорить об увеличении турпотока, мы должны говорить об удержании турпотока на том уровне, который он сегодня есть. И для этого, к сожалению, нам не хватает, ну, мы чуть запаздываем и с нормативной базой, также и законодательной базой, которую надо видоизменять. Сегодня мы с вами говорим об активном виде туризма, который вообще никак не прописан, никак нормативно не отражен, как двигаться в этом направлении. Ну а вот вы же накапливаете Конечно, очень важный материал, обращаетесь в парламент, Конечно, у нас инициируете? постоянное взаимодействие с нашими народными избранниками. Они нас слышат, они откликаются на те или иные запросы, чтобы сегодня мы являемся, я вам хочу сказать, это не громогласное заявление, мы являемся участниками международного туристического рынка, потому что Республика Абхазия ориентирована на въездной туризм. К нам приезжают люди. Мы не говорим о том, что часть наших граждан, естественно, она выезжает, но больше мы ориентированы на въездной туризм. Сегодня приоритетное направление, вы знаете, это однодневные экскурсанты, которые приезжают к нам в республику посетить наши так называемые визитные карточки. Это озеро Рица, Рицинский реликтовый национальный парк, Афонскую пещеру имени Гивесмыр. И хочется им предоставлять качественное экскурсионное обслуживание. Другой момент, над которым мы тоже задумываемся, почему наши гости зачастую выбирают неофициальных туроператоров. Почему отдается предпочтение, вот как вы говорите, частным, о которых мы не знаем, где он, как он одет, о чем он разговаривает, как и почему наши туристы отдают предпочтение им, а не официальным нашим туроператорам, которые официально предоставляют услуги. Вот хочется найти понимание,
именно на этот вопрос. Вот мы все знаем, что экскурсоводы занимаются, они сдают экзамен, они получают сертификат и так далее. И Свидетельство, неплохо, кстати говоря, они подготовлены. Вот каждый раз мы видим, что у нас очень много молодых туристов, увлеченных, скажем, да, этой работой и так далее. Все это есть. Они все проходят через АС, в общем-то, Да. да? Какой-то фильтр есть, и слава богу. А вот что касается водителей, через какой фильтр они проходят? Вот, к сожалению, водители не проходят ни через какой фильтр. Мы всегда как бы должны брать самые хорошие примеры с наших зарубежных коллег. Вот, например, если взять пример Египта, то водители, которые занимаются как раз въездным туризмом и обслуживают туристов, иностранцев, у них, оказывается, есть отдельное свидетельство. Помимо основного свидетельства, они получают отдельное свидетельство, чтобы обслуживать иностранных граждан. Ну вот, тоже надо об этом думать, и надо, наверное, это делать быстро, не ждать долго, если не опаздывать. позволите, Да, хотел бы да, с продолжить. удовольствием послушаем, да. Вот, те спасательные пункты, о которых говорил Лев Константинович, у нас на большей части территории Абхазии, там, где развит туризм, это Гагарский район, Гудаутский район, Сухумский, отчасти Гурьевский, Очимчирский, везде большие санатории, дома отдыха, они расположены буквально на берегу моря. Это вот у них есть своя зона купания, хотя у нас пляж общего пользования, несмотря на это, за ними закреплена определенная территория. Такие большие объекты, они могут себе позволить, я думаю, содержать одного-двух спасателей в сезон купания. Это, безусловно, снизит риски. А что касается вот, горного туризма, тот же частный извоз, как заметил Астамур Хицкурович, большая часть, не большая часть, какая-то определенная часть наших туристов, она предпочитает частных извозчиков по тем или иным причинам. Ну, значит, я так полагаю, что законодатель может какую-то ответственность закрепить за частным извозчиком, чтобы он чувствовал ответственность, чтобы он чувствовал, что он не будет, если в случае чего произойдет какой-то случай, он будет нести определенную ответственность. Ну, думаю, только таким образом. А что касается вот, участников дорожного движения, тут, конечно, у нас происходит определенный диссонанс, особенно, я имею в виду, скорости движения, особенно в летний курортный сезон. Туристы, как правило, те, которые приезжают на своих автомобилях, они никуда не торопятся, они расслаблены, оглядываются, фотографируются на ходу и так далее. А наши граждане, они все время куда-то торопятся, хотят заработать, пока сезон, и спешат все время. И это создает определенную нервную ситуацию на дороге. Тут, конечно, есть определенные сложности. Но я думаю, что руководители тех или иных ведомств будут обращаться с определенными предложениями. Парламент, я думаю, что очень активное участие принято. Мы неспроста вас сюда пригласили, понимаете, если на самом деле вы считаете, и все, если считают, что надо внести изменения в закон, усилить этот закон с учетом новых реалий, которые сложились, тогда это тоже надо делать быстро, и я надеюсь, что вы примете активное участие вот в такой работе, потому что все-таки законодательно надо закрепить многие вещи, и прежде всего ответственность, о которой мы говорим, вот эту ответственность надо детализировать и заложить в законе. Надо усилить, насколько это возможно, потому что любой участник этого процесса, то есть туристического бизнеса, начиная от водителей, заканчивая там руководителем турфирмы и так далее, они все должны понимать, что они несут ответственность за тех, чей отдых они должны обслужить и организовать. Если они этим занялись, они должны понимать, что надо не только зарабатывать деньги. Это важно, конечно. И мы очень хотим, чтобы все заработали денег летом. Прекрасно это понимаем, но тем не менее. Они должны понимать, что они еще несут ответственность за имидж нашей страны. Сейчас имидж нашей страны, как туристической,
он развивается, растет, он становится все больше и больше положительным. И поэтому ни в коем случае никому нельзя позволять, чтобы они нанесли ущерб нашему имиджу, как туристической страны. Да, и в этом плане, я думаю, что в законодательном плане надо обязательно поработать, и у парламента есть, в общем, в каком направлении все это делать. А конкретный вопрос. Спрос на экстремальные виды отдыха растет. Наблюдаем, как выстраивается большая очередь за тарзанками, в том числе и вот в Ридском заповеднике. Сажают на эту тарзанку и детей. Становится страшно. Насколько эти тарзанки качественные? Кто-то контролирует их? Ну, конечно же, там особенный риск. Тарзанка, трос, рулетка. Все они имеют удостоверение технадзора, гостехнадзора. Через кого они все прошли. Безусловно. Да. Ну, наверное, если... Такая практика есть. Да. Гостехнадзор проверил, через его службу пропустил, наверное, они надежны. Это не ваша компетенция, Конечно, это не наша Гостехнадзор. Да, они компетенция. дают заключение не только на там, использование, но и также на использование оборудования. Например, вот Лев Константинович, знаете, с 2019 года есть положение правил поведения на воде. И, кстати, у нас была такая тема, мы не могли понять рафтинг, как это, что происходит, но уже есть положение, и вот полные функции переданы МЧСу, они делают заключение по маршруту сплава, а уже от технадзора они получают документы, что рафты и все остальное пригодно, паспорта, соответствие. Это давно работает, механизм налаженный, он отработан. Но, как всегда мы знаем, всегда есть такой фактор, как человеческий фактор. Это непредсказуемый фактор. К сожалению, как мы все прекрасно знаем, за каждым человеком, за нашим гражданином, за туристом мы не можем поставить ни сотрудника Министерства туризма, Министерства МЧС, Министерства МВД. К сожалению, хочется, ну как-то, не знаю, например, мы часто сталкиваемся, да, мы сейчас говорим с вами по активке, но также хочется поговорить и, например, о мошеннических сайтах, об этом направлении, да, когда туристу предлагается услуга проживания, он заходит на сайт, левый сайт, и там, значит, вы понимаете, что объекты размещения, скажем, цена там 60 тысяч рублей указана там за 15 дней, а ему тут за месяц 30 тысяч, и он покупает. Ну, уважаемые наши туристы, будьте чуть бдительнее, смотрите, такого в жизни не бывает на самом деле. Как говорится, что за такую сумму можно отдохнуть в Абхазии с полным пансионом. И потом они начинают обращаться, жаловаться, и это тоже бьет по имиджу нашей республики, по репутации. С такими случаями, обращениями тоже мы часто связываемся, работаем. У Министерства туризма есть телефон горячей линии, куда могут обратиться все потенциальные туристы и получить ту или иную достоверную информацию, интересующую их. На катера кто выдает лицензии? Гидроциклы, да? ГИМС это подразделение. Не, на то, что связано с морем, выдаем мы смотрим на техническое их состояние, права на судоводителя и так далее. Но у нас еще появился квадроциклы. Ну, это уже не... Ну, к великому сожалению, были такие случаи, что там с маршрута, там, именно на Ритинском направлении сорвался со скалы и погиб парень. Вот. А наоборот, девочка погибла, парень остался живой. А потом, касаемо туристов, тоже по сайту общаются, говорят, ну, если можно это слово употребить, это левые какие-то проводники, экскурсоводы. Все те несчастные случаи за последний период, вот за последние 2-3 года, которые происходило в горах, это все вот эти вот левые, так их, если можно назвать, они созваниваются, им рассказывают, что мы знаем. И неоднократно мы таких людей вытаскивали, и были погибшие, но мы устанавливали личности этих людей, их не так много. Но, к счастью, в последнее время мы с этой проблемой не сталкиваемся, потому что сразу подключился и МВД, и Министерство по туризму и так далее. Территория Ритинского парка составляет 39 тысяч гектаров. Вот. И я хочу сказать, что неопасных там мест
Практически нет. Это и тропы узкие над обвалами, это и камнепады. Более того, вот эти все бетонные сооружения, которые в виде подпорных стен, они уже от снегопадов, чрезмерного снегопада начали рушиться. В связи с тем, что, наверное, цемент свое свойство потерял уже. Этим стенам около 80 лет примерно. То есть там нужны большие вложения для того, Конечно, чтобы эти процессы конечно. остановить, наверное, да? Конечно. И так, по-моему, много работы было вами проведено. Там у вас были какие-то обвалы, там что-то Да. постоянно И сейчас что-то обвал происходит. прямо да. на 41-м километре на озере Рица. Мы в прошлом году вложили туда порядка 17 миллионов рублей. На следующей неделе в продолжение этого обвала и обратно обвалилось. Стены рушатся. А есть специалисты, там, я не знаю, геодезисты или еще кто-то, который изучают состояние? Геологоразведка, которой нет у нас в Абхазии, к сожалению. Да, а вот, Нанимать это очень дорого. ну, это большая проблема. Да, То есть это- в Рицу То есть придется несложных вкладывать вопросов, большие деньги, конечно. несложных мест на территории парка нет. Только бдительность, аккуратность. Мы, естественно, от ответственности не уходим, но Но все вы возможное уже знаете, будем делать. Да, Всё опасных возможно- мест конечно, много, но конечно. есть наиболее опасные, Есть да, там, где наиболее больше опасные. всего происшествий. Что-то там можно предупредительное, превентивное, что-то предпринять, я не знаю, какие-то знаки поставить, таблички поставить, везде установлены, дежурство что там. усилить, что-то такое. В момент скопления людей дежурство идет. Как можем, регулируем. Знаки установлены, указаны камнепады, указаны опасные зоны. Но за каждой машиной, за каждым транспортным средством мы не можем поставить инспектора и закрепить. Хорошо, но мы сейчас такую картину рисуем, что люди, которые нас послушают, скажут, нет, мы туда больше не поедем, хотя красивее Рицы, наверное, Да. нет ничего, и, конечно, туристы не могут не посещать Рицу, но вот такие вот моменты сложные, там камнепады или еще что-то, как часто они происходят? Наверное, не так часто все же. С такими сходом, И в какое время? к счастью, очень редко. Очень редко. Конечно. Это больше осенью, зимой, когда вот в Это какой? как раз паводки, когда глубокой весной, Глубокой весной. да, и в начале лета. Что и произошло. Продолжим. Есть еще много проблем, и одна из проблем, которая тоже связана с нашим имиджем как туристической страны, это вот наше поведение, наше гостеприимство, которое в определенных случаях, к сожалению, выглядит очень извращенно, скажем вот так вот. Да? Я начну с одного случая. Вот совсем недавно на рынке случайно я услышала обрывок такого разговора. От продавщицы фруктами убегал моложавый мужчина с рюкзаком на спине, вот, и она ему вдогонку кричала: «Сейчас я тебе на голову надену этот рюкзак». Я вот это услышала. И я видела, как он убегал от нее. Я не знаю, что он же он сделал, натворил там? но я правда, часто с этим хамством встречаюсь на рынке, но я была в ужасе. Вот взрослая женщина, пожилая практически, отдыхающая, сразу видно по внешности, как он одет и так далее, что это не местный человек. Рюкзак на голову, говорит, тебе надену. Я не знаю, что он такое сделал. Возможно, что, может быть, он сделал замечание, что слишком дорого они продают фрукты или что-то такое. Больше что он мог сказать пожилой женщине? Вот такая ситуация была. Я о хамстве. Вы знаете, это обратно же человеческий фактор. Вы сейчас говорите, что наши туристы встречаются с хамством, а мы с вами в повседневной жизни не встречаемся с хамством. Мы встречаемся. Это обычная бытовая жизнь.
Так что при Но если мы это не исправим, там никто не захочет как это ездить. надо исправлять, тогда, я так считаю, со школьной скамьи. У нас сегодня, когда в школах дети учатся, у них в программе разве методическая как-то разработка есть, кто такой турист, для чего он приезжает, что он делает для нашей страны, какую пользу он приносит. Это все, я считаю, нужно со школьной скамьи задавать нашему будущему населению, которое уже когда вырастет и будет понимать, для чего приехал турист, как к нему относиться, как с ним разговаривать и что от этого будет дальше. Хорошо. Ну, я прошу прощения, но так тоже совсем нельзя. У нас наоборот, в какие бы страны ни приехать, тем более Российская Федерация нас знает неплохо и насчет совести, с уважения к старшим. Даже великие люди говорят, не надо заканчивать дорогие там в Европе академии, просто стоит воспитаться в абхазской семье, и там тебя все научат. В абхазской семье. Да, в абхазской семье. Как много абхазских семей осталось, скажем так. Вот, поэтому на самом деле я сейчас не то, что там согласен, что с туристами некоторые обращаются, но и туристы должны, соответственно, где-то себя вести. Наверное, если пожилую женщину довел до такой степени, чтобы там вот так вот, ну, я не знаю. Туристов мы перевоспитать не можем. Мы можем повлиять на себя, на своих, на людей, которые работают в туристической сфере, чтобы обязать или требовать от них быть более вежливыми. Я не хочу говорить слово услужливыми, потому что наш менталитет это не подходит. Но вежливыми мы обязаны это. Почему? Да, мы абхазы, мы всегда были вежливы. Мы же слышим тоже, вот в Абхазию настолько народ гостеприимный и так далее. Ну, попадаются такие единичные случаи, не без этого. В какой стране такого нету? Везде оно есть. Конечно, я сам сталкиваюсь... Мы хотим быть особой страной в этом смысле. Да, имеем право на это. Насчет гостеприимства, насчет уважения, уважить гостей, поддержать, подсказать. Некоторые с восхищением, они где-то куда-то проезжают, там, где природа интересная, где населенный пункт, они каждый готов там угостить их чем-то, пригласить, там, напоить, там. Я не знаю. Это у нас не отнят. Ну, отдельные ли, конечно, это, к великому сожалению, оно присутствует, и мы часто сталкиваемся, почему-то сразу и звонят, и говорят, то, ну, также и много положительного, поэтому люди и тянутся сюда, и любят нашу страну, любят наш народ. Это и у нас тоже встречаются все равно люди, которые могут нагрубить, нахамить, оскорбить. Такие есть. То же самое среди туристов. Я со многими экскурсоводами общаюсь, и они говорят, что иногда говорят, вот ты, говорит, везешь, говорит, на экскурсию людей, и вот из 20 человек 1 человек может оказаться такой, что хочется либо его застрелить, либо застрелиться самому, говорит, может довести до этого. Сложно работать, конечно, разные категории бывают и туристов тоже, но я опять же говорю, что мы должны с себя начать, мы должны быть выше, если мы заинтересованы иметь туристов и так далее, и вообще гостей, мы должны всегда показывать свою культуру. Говорите про аналитику, как все происходит на самом деле. И когда мы учились, обучались, нам часто задавали такой вопрос. Кого вы первым встречаете при заселении в гостиницу? Ну, администратора? Нет. Первого человека, которого вы встречаете в гостинице, это охранника. И как он с вами поздоровается, как он вас поприветствует, у вас уже складывается мнение. Если он вас хорошо поприветствовал, уважительно к вам отнесся, в следующий раз вы приедете в эту же гостиницу. А если он с вами там небрежно, по-хамски, то вы в эту гостиницу уже не приедете. Да, значит, охранник может быть источником либо хорошего отношения, либо плохого отношения, Конечно, то есть определенного стереотипа. Конечно, это же первый человек, которого вы встречаете. То же самое, когда приезжают к нам однодневные экскурсии, почему мы так пристально столь внимания уделяем нашим экскурсоводам? Ну, от этого человека складывается впечатление у наших экскурсантов. Может быть, в дальнейшем они уже приедут и здесь проведут свой отдых. То есть однодневная экскурсия
это, грубо говоря, не столь рентабельнее, чем когда человек приедет и проживет здесь в гостинице 15-20 дней. Он больше оставит своих денежных средств, чем он приедет сюда на одни сутки на экскурсию. Ну или, скажем, вот они же должны где-то поесть, пообедать и так далее, да, заехали, потом к вечеру уже выехали отсюда, но они побывали либо в ресторане, либо в кафе и Конечно. так далее, и важно, Первоначальное как их там впечатление, приняли, первое с кем они там впечатление, Первое встретились. впечатление, которое они получат, оно остается очень. У нас есть некий материал вот для вас, мы хотим показать его. Буквально со вчерашнего дня вот у нас идет определенная коммуникация в связи с одной историей. Не могу сказать, что мы с Анной разобрались хорошо, потому что времени на это было мало. Разразился конфликт между туристкой, она блогер, как говорят, многомиллионник. Лев Константинович, я думаю, вы знаете эту Конечно, историю. да. С капитаном катера, небольшого катера в Гагре. Не буду называть имена. Мы связались и с одной, и с другой стороной, чтобы быть до конца объективным. Послушали, что она говорит. Сегодня мы нашли этого молодого человека, он говорит абсолютно другое. И у каждого своя Мы правда. даже хотели отправить свою съемочную группу, записать его, но он не захотел на камеру. Я его понимаю, почему он не захотел. Но есть третья сторона. Это люди, которые были в этой экскурсии, с Свидетели этой истории. женщиной. Они очевидцы, и они видели все, что там происходило. Давайте мы послушаем ее и их. Когда мы отъехали от берега, нас отвезли на скалы, на что как бы дети мои очень сильно там устали, там было жарко, там было много мусора. Мы просто сказали капитану, что нам здесь не очень понравилось. Он загрузил других гостей, и просто в середине моря начались оскорбления, унижения, что как мы можем не оценить его работу, что он нам сейчас тут покажет и устроит, что он тут возит самых высших людей, что он нам придет в отель, устроит разборки. Потом он включил мотор, они вместе со своим помощником, который разговаривает в рупор, они стали специально лодку качать так, что у меня ребенка начало рвать. Я умоляла, просила этого не делать. Они начали обсвистывать нас просто вслед, кричать, хлопать, оскорблять. Я очень прошу помочь разобраться с этой На ситуацией. этого блогера подписано более 1 миллиона человек. Через этого блогера в Абхазию попало еще 6 тысяч отдыхающих. И если она напишет негативный отзыв, многие могут она к нам крупный не туроператор приехать. получит. Не, я понимаю, вы сейчас возмутились, вам не нравится, что она говорит. Нам тоже это очень не нравится. Но послушаем других людей, отдыхающих. Кстати, эта компания, которую мы сейчас увидим на видео, эти люди друг друга не знают. Одни из Нижнего Новгорода, Да, другие из еще один Санкт-Петербурга. комментарий. Этот молодой человек, капитан, на которого вот блогерша жалуется, в телефонном разговоре он мне сказал, что 2 дня она вела с ним переговоры вот по поводу морской прогулки, или как это назвать, да, и он ей предложил арендовать, в общем, для семьи этот катер, и второй вариант – общая экскурсия. Да, ну... И в конце концов она подписалась на общую экскурсию. А вот общая экскурсия на нее произвела дурное впечатление. Но посмотрим, что говорят люди, которые были вместе с ней там. Я прошу прощения, просто у нас есть общее, я эту женщину так лично не знаю, но у меня есть ее друзья, с кем мы общаемся. Мне позвонили вчера, я сразу отреагировал. Мне самому туда не обязательно было ехать. Я начальнику Гагринского подразделения, начальнику ГИМСа сделать, чтобы они его нашли, переговорили. И насколько мне известно, он должен был прийти туда к ней еще и с цветами, и поговорить. Он полностью отрицает все это. Я лично посодействовал, чтобы им продлили здесь в Гаграх отдых, им так понравилось. Они здесь остались. И давайте ребят послушаем. Изначально она зашла уже с негативом. Девочка ее маленькая попросила катер на бок не класть. Мы клали катер на бок, мы качали, виражи делали. Нет. Нет, мы сами ехали с 2 детьми. Никого Детям не очень тошнило, понравилось. никто не плакал. Дети пришли в восторге. Мы сами ехали, у нас с супругой 2 детей. Одной 7 лет, другому 12 лет. Привезли на Белые скалы. Там мы побыли, там очень красиво, прикольно. Нам дали возможность покупаться в открытом море, мы видели дельфинов, было все прикольно, но никаких виражей,
и всего того, что было там сказано на видео по поводу того, что дети здесь плакали, кого-то там тошнило, ничего такого не было. По поводу алкоголя хочу добавить, да, мы сидели, выпивали пиво, но тем не менее вот эта мама, которая вот присутствовала здесь рядом, я рядом находился, она пила коньяк пила вот прям при своем маленьком ребенке, ее ничего не смущало, ей все нравилось. У нас в описании морской прогулки сказано прямо угощение вином или коньяком. Это оговорено, это нормально для нашей морской прогулки. Еще блогерша говорит в своих историях, что ей в открытом море угрожали и как-то с ней общались некорректно и ее оскорбляли. Все здесь оскорбляли. Скажите, пожалуйста, какие-то были угрозы, оскорбления? Не было, абсолютно не было. Было корректное общение со всеми посетителями, отношение было ко всем одинаковое, начиная с нас, оканчивая ими. Мы получили незабываемые впечатления, море хороших эмоций. Единственное, что портило здесь все, это вот эти люди, которые были постоянно чем-то недовольны. Им все не нравилось. Негатив. Им не нравились белые скалы, им не нравилась лодка, им не нравилось то, не нравилось это. Я Компания. уже задавал себе вопрос, что нужно, чтобы им понравилось. Как себя вести вот экипажу, чтобы им понравилось. Нам провели отличную экскурсию. Да, не могу сказать, что мы ситуацию изучили до конца, но вот какое общее впечатление? Возможно, капитан не ангел, но блогер же ангел. К сожалению, но блогер, на которого подписано более миллиона человек, безусловно, это лидер мнений, у нее есть последователи, к ней прислушиваются. От ее личного настроения, от ее личного восприятия, того, что происходит вокруг нее и об Абхазии в том числе, зависит мнение вот ее подписчиков. Вот то, о чем вы говорили, и что там в начале нашего разговора, как ведут себя некоторые экскурсанты. В группе, если попадается один такой экскурсант, который проявляет недовольство по любому поводу и без повода, экскурсия сорвана. Негативные отзывы — это обязательно. То есть тогда и туристов немного было в то время, когда я работал экскурсоводом, это конец 90-х, начало 2000-х годов. Тогда тоже хватало таких туристов, которым ничего не нравилось. Ни экскурсовод, ни транспорт, ни природа, ни кухня, ни отношения. Вообще ничего их не впечатляло. Таких людей, к сожалению, хватает и среди туристов тоже. Покупают специально, значит, туры в гостиницу эконом-класса покупают туры. Для чего они это делают? Сейчас, в частности, не именно за этого блогера, за этот случай, а вообще такие прецеденты тоже бывают. Покупают гостиницу в эконом-класса через туроператора. Потом начинают снимать этот номер, эти санузлы, все, несоответствие. Потом начинают обращаться к туроператору, что по договору им оказали услугу не на нужном уровне, потом начинают писать в Роспотребнадзор, потом в посольство России, которое находится здесь. И для чего это делается? Просто компенсировать свой отдых. Я не думаю, что этот случай сейчас, что да, ни но к этому случаю, ни к мне этой просто ситуации. очень удивительно, да, зная окружение, и я с ними не встречался, но попросили там продлить, и у них позавчера... Окружение вы имеете в виду туристки? Друзей, нет, я В имею в Абхазии? виду... Друзья Нет, в в России. России. То есть этой туристки вы Этой имеете в виду? туристки, да. Мне позвонили, сказали посодействовать. И я, конечно, я говорю, здесь я объяснил, как есть. Но вчера вот как раз вот этот инцидент, и я получил такую информацию, и я попросил и Гагринского начальника Гагринского подразделения, и начальника ГИМСа, и вообще, я говорю, найдите ее, придите, пойдите в гостиницу, встретитесь с этим молодым парнем, я говорю, выясните. Ну, наверное, все-таки и с нашей стороны, со стороны там капитана или корабля, или там были какие-то тоже, может быть, грубости, я сейчас не могу сказать.
и это могло спровоцировать всю эту ситуацию. Но тем не менее я знаю одно, что он сегодня должен был с букетом цветов прийти к ней, пообщаться, поговорить. Даже не надо говорить о туризме, сейчас говорит даже местное население. Такие иногда вот все, что хочешь, сделай, но такие претензии, просто язык не поворачивается. Вот не знаю, вот все на подносе, все равно. В любом случае, если есть возможность уйти от этой проблемы, лучше всегда выбрать именно этот путь. И уйти просто, и оно не так уже, не показывать свою принципиальность в некоторых моментах. Принципиальность можно в другом месте, наверное. Да, ну согласна. Тем более каждый из нас, в общем-то, должен Конечно, если понимать, можно что такую он ситуацию- еще и... Ну, судьба у нас такая, Да. да. Если ты туристическая страна, судьба, скажем, она вот такая вот сложная. Но не будем копаться в этом, ведь наша главная задача не в этом заключается, а в том, что тот же местный молодой человек, который вот капитан, да, не будем имя, знаем, фамилию тоже знаем, но не будем озвучивать. На этот раз не будем озвучивать, он должен понять, что он представляет не только самого себя, он представляет нас всех и нашу страну. Он должен это понимать. Я уже перед этим говорила, что судьба у нас такая. Вот мы же хотим быть туристической страной. Вот есть там свои издержки тоже, скажем так. Вот, и что делать? Надо гибче вести себя и уже, наверное, будем завершать передачу, но вот в конце уже хотелось бы немножечко подытожить. Все-таки в какой-то мере, наверное, нам все-таки сегодня удалось актуализировать эту тему безопасности туристов. И что это для нас важно, и что мы начали об этом говорить открыто и понимать, что какие-то серьезные вещи нам надо предпринять для того, чтобы минимизировать. Конечно, человеческие жизни, они дороги. Вот гибель одного человека, туриста, бывает, что нам может все лето испортить. Даже эмоционально может на нас так повлиять. И я вот помню, в прошлом году все думала, лишь бы больше ничего не случилось, лишь бы лето закончилось без вот таких вот инцидентов и так далее. Да, мы переживаем за это, вот, и для нас это очень важная тема, но для того, чтобы мы начали менять эту картину, кое-что мы наметили. Я думаю, что на законодательном уровне обязательно нужно принимать какие-то новые нормы, правовые решения, которые не сразу, но повлияют на дисциплину, которая позволит всем участникам туристического бизнеса понять, что они несут определенную ответственность. Ответственность это может быть и административная, и даже уголовная. Мы, наверное, должны усилить вот таким образом эту ситуацию. Теперь вот просто ваши пожелания и ваши прогнозы, вот какие надежды, как пройдет наше лето? Наш сезон туристический, курортный. Июнь пугает нас, да, случаи были очень плохие, очень трагические, но, кстати говоря, мы только эту сторону затрагивали. А июнь каким был для Ридзинского парка? Ну, что касается количественно, и в этом случае уступаем прошлому году. Это я связываю, например, в мире, что происходит, и плюс погода. Дожди не прекращаются. Количество туристов... Ну, насколько было меньше в этом году, чем в прошлом году в июне у вас? На 12 тысяч туристов меньше, чем прошлый июнь, на сегодняшний день. А дальше прогнозы какие? Июль, август, сентябрь? Прогнозы вроде радуют. Будем надеяться, что мы готовы их принять. То, о чем мы говорили выше, вопрос безопасности, мы не отводим от себя ответственность. Максимально все, что возможно, будем организовывать, рейдовые мероприятия и так далее, и так далее. Ну, прогнозы такие, что они радуют. Но мы очень надеемся, что лето пройдет стабильно, спокойно, потому что
Для этого делается все возможное. Сказать, что все исправлено, мы на 100% готовы, это неправда. Но с каждым годом, с каждым разом люди понимают ответственность. Мы даже вот, судя по санаториям, по пансионатам, новые пансионаты открываются, и мы видим, как они относятся трепетно, как они переживают за своих отдыхающих. Я думаю, что... А Чимчира город активно включается в туристический бизнес. Это же Конкуренция, хорошо. И это отрадно все это видеть, потому что на самом деле мы вот недавно, как вы все знаете, было открытие нового объекта. Для района это очень многое значит. Но и там делается все возможное, чтобы, конечно, как-то закрепить имя Очимчира, в частности. И я думаю, что то, о чем мы сегодня говорим, их не должно быть. Но, к великому сожалению, они есть везде. И мы, в общем-то, относимся к своим туристам так, как нигде. Потому что, если взять статистику, мы же наблюдаем, не дай бог случись беда, да, вот организовать даже вплоть до отправки. Вот мы все это проходили, были моменты, когда вот то или иное, несчастные случаи, когда мы все руководство поручало нам, вплоть до доставки и так далее, и так далее. Я такое нигде не видел, допустим, не слышно. Мы же интересуемся, общаемся с другими государствами. Но так как мы лояльно и искренне относимся к своим туристам, это дорогого стоит. И в этом плане мы можем... Да, много недостатков, да, есть определенные сложности. Все это упирается в бюджет, финансы. Республика молодая. Есть определенные проблемы. Если говорить об обеспечении, да, вот, чтобы создать там спасательные пункты, там, медицинские пункты, о чем мы часто говорим, там, видеонаблюдение там, и так далее, и так далее. Оно, государству садится, на самом деле, затратное будет, так скажем. Но при всем этом все возможное делается. И я думаю, что так будет и продолжаться, и будем исправлять. Есть сейчас, пока рано говорит об этом, но мы тоже стараемся делать все возможное, развивать в этом направлении, скажем, там, предупреждение преждевременно. Есть системы, которые можно определить, где можно камнепады, где там землетрясение, ну, не дай бог, да. Есть такие системы, ведем переговоры, стараемся. И я думаю, что будущее у нас замечательно. Все будет нормально, и лето пройдет, отдыхающие будут довольны. И очень надеемся, что таких инцидентов в этом Продолжение, если позволите, как раз-таки в случае с ребенком, мы взяли обязательство, мы это обязательно и сделаем. В случае, если Бог даст найти тело этого ребенка, мы за свои расходы доставим его в Беларусь. Конечно, конечно, мы не сомневаемся. Пожалуйста, Ахрат Георгиевич. Тема нашей сегодняшней беседы – это безопасность туриста. Тема очень актуальная. Я, завершая наш диалог сегодня, хочу напомнить всем участникам, какой мы путь прошли развития с нашими гостями, с туристами. Еще в начале 2000-х государство вынуждено было создать отдельную службу, чтобы сопровождали их ради их безопасности, я имею в виду экскурсии. Этот этап мы тоже прошли. Тогда безопасность туриста была не так безоблачно. И сегодня есть риски, конечно. Но потом сегодня появился новый вид угрозы. Вот Астамур Хицкурович, как сказал, безопасности. Они становятся жертвами мошенников, по сути. То есть это тоже касается безопасности. Вот. Что касается той части, где жизнь и здоровье угрожает какую-то опасность, вот тут отметили какие-то направления. Я думаю, что если будем активно взаимодействовать и работать в этом направлении, достигнем определенных результатов, безусловно, это улучшит ситуацию. Спасибо большое. Астамур Хицкурович. Я не хочу заранее забегать вперед. Итоги курортно-летнего нашего сезона мы подведем по окончанию, ближе к сентябрю месяце.
А так хотелось бы проинформировать наших граждан, населения, что могу сказать, что по броне июнь и август у нас будут заполнены, будет хорошее бронирование, приедут гости, наши туристы. Единственное, что хотелось бы подметить, чтобы более сознательно подходили к этим моментам, нашим туристам сказать, чтобы они выбирали только официальных перевозчиков, официальные экскурсионные организации, пользовались услугами официальных туроператоров при бронировании в нашу республику, в отели, в дома отдыха, в пансионаты, чтобы у них не было плохих впечатлений, уже не изначально сюда не приехав, чтобы у них были хорошие впечатления. Спасибо большое. Анна, что ты хочешь сказать? Из нашей сегодняшней беседы я вывела несколько пунктов. На сегодняшний день в несчастных случаях виноват сам турист, потому что он теряет бдительность. Отсутствие медицинской страховки – это нагрузка на государство. Возложить ответственность законодательно частным извозчикам. Разведывательные работы, если я правильно выговорила это слово, они необходимы. Состояние или проблемы Рицинского национального парка как объекта такого туристического, это вообще, ну, наверное, еще наше такое культурное наследие, историческое наследие и так далее. Не только туристический объект, это отдельная проблема. Да? Это отдельная проблема, это надо и отдельно обсуждать. Директор актуализировал эту проблему. То, что минус 12 тысяч туристов в июне, возможно, компенсирует осень. Синоптики обещают, что осень будет бархатной в Абхазии. У нас на озере Рица есть, Константинович, группа, которую мы обучили, спасение на водах. Есть дежурная служебная лодка. Да, ну и помимо этого там... Сейчас недавно приезжал министр здравоохранения. Он нам пообещал выделить скорую помощь. Да, это тоже очень нужно. Да, конечно. Медпункт находится. Да. Медпункт у нас там находится. Слава все Богу, препараты сделали, приобретаются да, нами. Зарплату платим медсестрам мы. И бесплатную первую неотложную помощь оказываем на месте. Нет, да, скорая помощь там необходима, конечно. Много просто о негативе сказали. На самом деле на Рице я была в прошлом году. Очень чисто, это надо заметить, заметно чисто. Хорошо работают сотрудники милиции. Везде появились мусорные контейнеры новые. И они такие зеленого цвета, вот гармонично смотрятся с природой. Это все, думаю, было предусмотрено. Много хорошего, позитивного, но мы сегодня говорили о проблемах. Да, Вы до нас не 15 обижайте. тонн мусора Да. через день, а в августе и каждый день на полигон Гагарского мусоросвалку вывозим 15 тонн мусора. Да, у вас очень много работы. Нет, мы пригласили директора именно этого объекта, понимаем значимость, поэтому опасности предостерегают человека и туристов в том числе. И нас тоже, наверное, везде очень многое зависит и от нашего поведения, и от того, насколько выявлены вот эти опасности и какие-то предприняты, наверное, превентивные, что ли, какие-то решения, предупреждения и так далее, которые могут уберечь человека от происшествия, от беды. И для нас мы поняли, что очень важно теперь уже это. Наша туристическая сфера меняется, развивается, но проблем не становится меньше. И вот одна из серьезнейших проблем теперь уже получается – это безопасность туристов, и мы будем работать в этом направлении. Спасибо большое. Это была Аргама.